эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем вам сегодня. В республике завершается подготовка к противопаводковым мероприятиям. На реках республики выполнили зачернение и распиловку льда. СПО в республике на пике популярности. На одно место 6,5 абитуриентов, рекордсмен и Якутский колледж связи. Стартовал всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля приключений». Заявки принимают уже с 1 мая. За кулисами и в игре театр кукол Нерюнгри открывает новые горизонты. Юных зрителей ждет интеллектуальный вызов. В Якутск прибыл чемпион мира по конной стрельбе из лука. Спортсмен провел мастер-класс для 6 юных якутских наездников на ипподроме. Сегодня на реках Якутии наблюдается постепенный подъем уровня воды с интенсивностью от 2 до 10 сантиметров за сутки. Так, на участке реки Лена от Алекминска до Якутска и на реке Алдан в пределах Тампонского и Усть-Майского районов на поверхности наблюдается вода на льду. Якутское управление гидрометслужбы сообщает о полной готовности ко встрече весеннего половодья, проведены предпаводочные работы. Также в муниципальных образованиях республики организованы 90 временных постов и планируется открытие еще одного в селе Походск. По прогнозам якутского УГМС, ледоход на участке Витим-Пеледуй ожидается 8-9 мая. В связи с установлением теплой погоды в Иркутской области 28 апреля в населенном пункте Чан-Чур, это самое верховье Лены, река очистилась ото льда. Иркутские коллеги ждут ледоход на территории Иркутской области на реке Лена в первой пятидневке мая, то есть с 1 по 5 мая. По нашему прогнозу, ледоход на территорию республики на участке Пеледуй-Витим ожидается в средние многолетние сроки. Это 8-9 мая. Встретить сезон большой воды во всеоружии. В республике завершается подготовка к половодью. Всего к противопаводковым мероприятиям в этом году планируется привлечь свыше 17 тысяч специалистов, часть из которых уже направляется в районы республики. Подробности в материале Петра Васильева. Оперативная группа в составе 11 человек, 3 человека от Главного управления МЧС России, 8 человек от Иркутской территориальной системы РСЧС. Зона ответственности Верхоянский район, река. Специалисты на плацу в полной готовности, с собой личные вещи, необходимое оборудование. Сегодня в районе республики убывают те, кто будет обеспечивать безопасное прохождение весеннего половодья. МЧС, Росводресурсы, служба спасения, экологи и гидрологи. Всего порядка сотни человек. В том числе будет у нас 2 воздушных судна МЧС России. Одно будет базироваться здесь на территории города Якутска и будет мониторить и использоваться с Ленского района. Ленский, Алекминский, город Якутск, Хангаласский, Намский район, ну и ниже по реке по прохождению ледохода. И один вертолет у нас будет базироваться на дежурстве в Среднеколымский. Будет он прикрывать и Верхнеколымский район, Среднеколымский район и Нижнеколымский район. В целом я хочу сказать, что в соответствии с нашим сегодняшним мероприятием все группы полностью у нас готовы к мероприятиям по безопасному пропуску весеннего половодья 2026 года. К слову, следить с воздуха за прохождением половодья помогут и беспилотники со звучным названием «Орлан». Технику активно применяют для этих целей уже на протяжении нескольких лет. Это беспилотник самолетного типа, который может находиться в воздухе до 10 часов. И это еще не все его преимущества. На базе вот такого аэромобильного комплекса, который может припарковаться буквально везде, где есть дорога, внутри работают специалисты. Мы можем сейчас прямо зайти туда и посмотреть, как это все устроено. Условный КАМАЗ подъезжает к зоне паводка. Здесь внутри сидят специалисты, которые управляют этим «Орланом». Работают они за компьютерами и, собственно, следят за тем, как проходит паводок даже в самых труднодоступных местах. Вместе с «Орланом» на службу заступят и его младшие братья. 4 беспилотника вертолетного типа оснащены тепловизорами и лазерными дальномерами. Один из таких направится в Ленский район. В буквальном смысле встречать большую воду. Ну, у нас вот здесь представлены беспилотники вертолетного типа на базе квадрокоптера DJI Matrix 30. Он оснащен целевой нагрузкой, совмещенной там видеокамера, тепловизор и лазерный дальномер. Аппарат новый, в прошлом году его получили в декабре месяце. Как говорится, в этом году первый его боевой выход будет. Обкатка. Обкатка, да.
Я его беру в составе оперативной группы ОГ-1 «Лена». Вся техника, которая сегодня выезжает в районы, в том числе тяжелая, вездеходы, мобильные станции, лаборатории, универсальна и находится в готовности к работе как в период предстоящего половодья, так и в период пожароопасного сезона, который тоже не за горами. Петр Васильев, Артумен Наговицын, Якутск. Ну а сейчас в республике закрыты почти все ледовые переправы и автозимники, за исключением дороги Усть-Куйга-Казачьи Кресты. На этом последнем маршруте с 30 апреля начнется снижение грузоподъемности, а с 10 мая движение будет полностью прекращено. Минтранс региона предупреждает, что несанкционированный выезд на лед смертельно опасен. Нарушителям грозят крупные штрафы до 5000 рублей для граждан и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Кроме того, в случае провала техники все расходы по ее извлечению ложатся на владельца. В городе Мирном состоялся знаковый для региона корпоративный форум «Алроса Хозактив». Это событие стало не просто подведением итогов, но и открытием новой главы в истории взаимоотношений компании с республикой. Подробности далее. На ежегодном корпоративном форуме подвели итоги работы компании «Алроса» за 2025 год и обозначили ключевые планы на нынешний год. Здесь обсуждали настоящее и будущее алмазного края, о развитии производства, стратегических проектах, промышленной безопасности, новых технологиях, социальной ответственности и качестве жизни людей. Наши приоритеты – это безусловно, удержание мирового лидерства в нашем производстве. Это, безусловно, поддержка нашего коллектива и тех территорий, на которых мы работаем и где, по сути, сами и живем. Вот. И это, конечно, в этом году ряд новых инициатив, которые проявило правительство Российской Федерации, руководство Республики Саха-Якутия, в том числе развитие переработки алмазов, бриллианты у нас на территории нашей страны. Соответственно, будет два таких кластера, это Смоленский и в Якутии. Ключевым моментом ежегодного форума стало не только обсуждение производственных достижений и стратегических планов, но и подписание нового договора о социально-экономическом развитии Якутии на 2026-30 годы. Этот договор – продолжение многолетнего и плодотворного партнерства. «Алроса», будучи градообразующим предприятием и флагманом экономики региона, неизменно демонстрирует высокую социальную ответственность. Хочу сказать, что за период действия прошлых соглашений, которые охватывают 15 лет, в республике в 21 районе построено 50 крупных социальных объектов. Это и школы, это и детские сады, это дворцы культуры, крупные спорткомплексы, которые появились благодаря работе как акционерной компании «Алроса», благодаря реализации этих соглашений. И соглашение, которое сегодня заключено, оно подтверждает преемственность нашей политики, совместной политики в области развития территории Республики Саха-Якутия. Глава Якутии Айсен Николаев выразил благодарность «Алроса» за исполнение прежних обязательств и готовность к дальнейшему сотрудничеству, подчеркнув, что новый договор – это прочный фундамент для роста и качества жизни и укрепления будущего республики. Форум также ознаменовался подписанием соглашения между районами алмазной провинции и самой компании, что официально закрепляет рамки их социально-экономического развития до 2030 года. «Алроса» подтверждает свой статус образца социальной ответственности, продолжая активно участвовать в комплексном развитии этих жизненно важных для Якутии территорий. Акционерной компании «Алроса» мы долго и плодотворно сотрудничаем, работаем вместе взаимовыгодно для того, чтобы наше население еще хорошо жило и качество жизни у них повысилось. «Алроса» – это не просто крупнейшая компания для Якутии. Это неотъемлемая часть ее истории, судьбы десятки тысяч семей и основа процветания целых территорий. Несмотря на внешние вызовы, компания сохраняет устойчивость, уверенно реализует стратегические инвестиционные проекты, развивает энергетику, внедряет в производство передовые цифровые решения и технологии искусственного интеллекта, доказывая свою незыблемую роль в развитии родной республики. Анна Васильева, Мирный.
Поддержка рождаемости, помощь при рождении ребенка и другие вопросы, связанные с социальной политикой, обсудили в парламенте Якутии. Круглый стол под председательством депутата Госсобрания Илтумен Алены Никитиной собрал представителей профильных министерств, общественных деятелей, директоров крупных организаций. Участники рассмотрели вопрос корпоративной поддержки при рождении детей, когда компания предоставляет материальную помощь. На заседании выступили уполномоченные лица организаций, где такая практика уже существует. Они отметили, что такая практика продуктивна и очень нужна молодым специалистам с семьями. Обратили внимание на то, что необходимо поддерживать многодетные семьи, поскольку именно многодетные семьи у нас в республике показатели ежегодно растут, и на настоящий момент у нас уже более 37 тысяч многодетных семей проживает в нашей республике. Соответственно, те меры поддержки, которые у нас в государстве есть, имеется в виду государственные меры поддержки и утверждены в бюджете Республики Саха-Якутия, да, они должны в полной мере, в полном объеме доходить до каждой семьи. В свою очередь, депутаты Якутской городской думы провели 25-ю сессию. Нормотворцы рассмотрели 8 вопросов. Какие именно, знает наша съемочная группа. В третий раз в этом году депутаты Гордумы собрались в зале «Столица». На повестке дня 8 вопросов. Сегодня у нас состоялась 25-я очередная сессия Якутской городской думы. Депутаты приняли решение о внесении изменений в правила благоустройства на территории городского округа города Якутск, правила землепользования и застройки. Также были рассмотрены вопросы, связанные с внесением изменений в положение о жилищном контроле на территории города, земельном контроле. И, соответственно, депутаты также рассмотрели вопросы, связанные с внесением изменений в нормативно-правовой акт о лесном контроле. Ну и, кроме этого, были рассмотрены ряд наградных вопросов. Почти час депутаты посвятили первому пункту – зеленой инициативе. Уже существующий порядок озеленения города обновили. Отныне во главе угла принцип «срезал, посади». Даже если разрешение на вырубку было, потерю все равно нужно будет компенсировать. Пропорция такая. Спилили один старый ствол, будьте готовы потратиться на посадку 5 новых. А если дерево снесли незаконно, то за каждую срубленную единицу нарушитель обязан посадить целых 50. Такая арифметика принесет только пользу столице, считают нормотворцы. Мое мнение, я считаю, правильно. Если несанкционированная вырубка происходит, 50 деревьев, это еще по-божески. То есть должно быть жестко. И город у нас должен быть красивый. Сейчас, я надеюсь, мы к этому придем, такими, наложением таких санкций. Потому что ездить в другой город и смотреть, как там красиво, а у себя дома нет, надо, чтобы у нас дома было красиво, а не у соседа. Депутаты смотрят правде в глаза, пока Якутск не изобилует деревьями. По статистике, которую озвучили на заседании, приживаемость растений не превышает 15%. Поэтому городские власти ведут еще и регламент ухода за насаждениями. В Гордуме уверены, что это первый шаг на пути к зеленым и непыльным столичным улицам. Ржана Гармаева, Илья Сыромятников, Якутск. Глава Якутии отметил возросшую заинтересованность к среднему профессиональному образованию в стране и регионе. В Якутии сейчас действует 43 СПО. Наиболее востребованным среди них стал Якутский колледж связи, на одно место в котором претендует 14 человек. Подробнее о колледже и о программах обучения в следующем сюжете. Одним из наиболее молодых, но быстро развивающихся направлений в колледже является обучение на оператора БПЛА. Так, Будимир Новгородов, еще с детства интересовавшийся техникой, после выпуска из школы решил учиться конструировать и управлять дронами, которые, по его мнению, полезны во многих отраслях, но в особенности в аэрофотосъемках. Самолетного типа можно использовать для больших территорий, для быстрой аэрофотосъемки, ортофотоплана, чтобы облегчить работу людям. Якутский колледж связи является первым учебным заведением на Дальнем Востоке, что начал набирать студентов на операторов БПЛА. Программа обучения проходит по 3 направлениям, где студенты обучаются всем азам пилотирования и сборки дронов. Вместе с этим с начала работы данного направления более 1000 человек прошли повышение квалификации.
всем нам очень интересно. Мы прям с радостью изучаем новые возможности наших беспилотников. Да? Мы максимально пытаемся в условиях нашего крайнего севера, да, использовать беспилотники, и чтобы мы могли всегда летать независимо от того, какая у нас будет погода. Всего в колледже связи обучение проходит по 10 различным специальностям. Среди них также программисты, администраторы и специалисты сетевой, мобильной и интернет-связи и веб-разработчики. Бизнесы выходят, новые бизнесы, людей больше, значит бизнеса тоже больше. И почти для каждого бизнеса нужны сайты, которые автоматизируются. И вот из-за этого спрос увеличивается каждым годом. Ежегодно здесь обучается порядка 800 студентов, среди которых около 40 – люди с ОВЗ и инвалидностью, для которых созданы все условия для получения знаний. Все потому, что еще в 2017 году колледж связи образовал Центр инклюзивного образования. Консультируем, помогаем 13 профессиональным организациям. В этих учебных заведениях обучается 138 студентов с инвалидностью и ОВЗ. Стараемся вовлекать их к участию в разных чемпионатах, соревнованиях. Особенно ребятам нравится участие в чемпионатах Обилимпикс. Каждый год колледж принимает более 200 выпускников 9 и 11 классов. А с этого года еще планируется введение новых специальностей в области компьютерных, веб-разработок, а также в применении ИИ. Отрасль связи, она постоянно развивается. Если в 30-е годы они готовили специалистов по радиосвязи, в 60-е годы готовили специалистов телефонной связи, в 80-е спутниковой связи, 90-е сотовой связи. Сейчас вот готовят специалистов по компьютерным технологиям. Вот. Поэтому где технологии связи развиваются, там и развивается образовательная программа. То есть и наш колледж, соответственно. Сегодня колледж связи – одно из динамично развивающихся образовательных заведений, где обучают будущих связистов, программистов и операторов БПЛА. Вместе с тем колледж отправил заявку для участия в федеральном проекте «Профессионалитет», который входит в нацпроект «Молодежь и дети», реализуемый по поручению президента России Владимира Путина. Это позволит выпустить лучшие кадры за меньшее время. Тимур Колмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Юрий Трутнев объявил о старте всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Заявки принимают с 1 мая. Конкурс 4-й год объединяет любителей путешествий со всей страны. В этом сезоне основных номинаций станет 5. К 4 традиционным добавится еще одна – «Тропы Победы». Также в новом сезоне увеличен призовой фонд конкурса. Главный приз за лучшее видео составит 3 миллиона рублей, а за победу в одной из номинаций можно получить 1 миллион. Чтобы стать участником, необходимо снять короткометражный фильм о своем путешествии на Дальний Восток или в Арктику. Направить фильм можно до 15 января 2027 года через сайт путешественникдв.рф. Конкурс «Дальний Восток. Земля приключений» направлен на популяризацию уникальных природных достопримечательностей Дальнего Востока и Арктики. Уважаемые участники конкурса «Дальний Восток. Земля приключений», прежде всего я хочу вам всем сказать спасибо. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы не сидите дома, за то, что вы путешествуете, за то, что вы помогаете открывать Дальний Восток и всю нашу прекрасную страну Россию. Добрых вам путей, всего вам доброго и успехов на следующем конкурсе. В Театре кукол города Нерюнгри реализуются интересные творческие проекты. На данный момент готовится пилотный запуск проекта театральной интеллектуальной игры для юных зрителей «Горшочек вари». Формат напоминает популярные игры «Что, где, когда», «Брейн-ринг» или «Квизатлон». Участникам предстоит проявить эрудицию, логику и смекалку. Игра состоится 31 мая и будет посвящена Дню защиты детей. Предстоит командное состязание с музыкальными загадками, медиа-вопросами и вопросами на театральные темы. Второй проект сегодня в фазе активной реализации. Это видеосерия про спектакли. Ежемесячно выходят ролики, открывающие зрителям закулисье театра кукол. В выпусках можно узнать, как идет подготовка к спектаклям, как создаются куклы и шьются костюмы, как изготавливается бутафория, что остается за кадром и обычно скрыто от глаз публики.
У театра есть история, и в этом проекте мы хотим зрителям об этом сказать, что история у нас очень богатая, очень большая, очень много имен связано с историей нашего театра. И мы бы хотели, конечно, чтобы зрители об этом знали, чтобы они помнили, да, и чтобы всегда с удовольствием приходили не просто так вот на наши спектакли, но с каким-то отношением и с какими-то знаниями. Это было бы очень чудесно, тогда мы бы своей цели добились. Во Владивостоке в 63-й школе прошел день рождения школьного музея «Кладовая истории», куда были приглашены представители якутского и удыгейского народов. О том, как прошло мероприятие, расскажет Иннокентий Кычкин. Во Владивостоке при 63-й школе музею «Кладовая истории» исполнилось 2 года. На мероприятии открылась постоянная экспозиция школьного музея, посвященная первому директору Федору Матвеевичу Ковтуну, ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы. Учитель истории рассказала, как делегация школьников из села Матта Мегино-Кангаласского улуса приезжала к ним летом 2025 года и подарила в дар школьному музею миниатюру якутского балагана. Якутия – это субъект Российской Федерации, самый большой. Конечно, мы это знали. Но сейчас для меня, я думаю, для нас Якутия – это место в нашей душе. Потому что мы точно знаем, что на правом берегу Лены есть такое село Мата. Мы никогда там не были, мы не знаем, какая это территория. Но мы знаем, что там живут люди, там воспитаны были эти дети, там работает коллега, учитель истории Анжелика Николаевна. Мы с ней связываемся. Для меня теперь Якутия воплотилась в этих людей. И я могу сказать, что это наши друзья. По словам учителя, в процессе деятельности школьного музея появилась технология детская дипломатия, которая позволяет ученикам выстраивать новые полезные связи. Так, например, ученики выезжали в национальный парк Бикин села Красный Яр Приморского края, где познакомились с удыгейской родовой общиной Сагдикеси, с которой дружат по сей день. Безусловно, выступление якутов очень красиво. Мы знакомы вообще с Якутией, у нас есть друзья там, мы хотим в скором времени к ним отправиться, ищем возможность. И нас познакомили еще с культурой на этом прекрасном слайде, поэтому я туда смотрю. И захотелось еще больше посетить Якутию. На мероприятии гости смогли познакомиться с культурами якутского и удыгейского народов через образовательные лекции и выставку национальных атрибутов. По словам спикера, лекция о Якутии приурочена ко Дню Республики Саха-Якутия во Владивостоке. Сегодня в рамках открытия музея при 63-й школы пригласили представителя землячества Якутии рассказать кратко, максимально понятно для детей, от спортсменов до веры, украшения, атрибуты. Принесли еще столик с атрибутами. Для меня честь рассказывать про это. И, конечно же, с радостью согласилась. Таким образом, день рождения музея «Кладовая истории» при 63-й школе позволило молодому поколению узнать о героических личностях своей школы и расширить знания о коренных народах Дальнего Востока. Иннокентий Кычкин, Владивосток. В Якутск прибыл чемпион мира по конной стрельбе из лука Сергей Одиноков. Спортсмен провел мастер-класс на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета для 6 юных наездников. О том, что сложнее удержаться в седле или попасть в цель, расскажет Саргалана Неустроева. В конную стрельбу из лука ныне уже чемпион мира Сергей Одиноков пришел аж после 40 лет. Впрочем, у него уже была внушительная база, долгие годы занятий по джигитовке, свой конный спортивный клуб и даже опыт охоты из лука. Поэтому уже освоить стрельбу с коня из лука на имеющейся базе было несложно. Вопрос был уже сложнее в том, чтобы показывать хорошие и достойные результаты на международном уровне. Требовались и знания, и опыт, и общение с иностранными, с опытными спортсменами. Таким опытным спортсменом для наших якутских наездников стал сам Сергей. Всего мастер-класс чемпиона собрал 6 стрелков, прошедших специальный отбор. Изначально их было 12. Но так как вид спорта очень сложный, естественно, отобрались только самые сильные. Есть там участники соревнований. Один студент у нас принимал участие в первенстве России, выполнил высший международный любительский разряд С6.
Есть девочка, которая победила в первом республиканском чемпионате. И, кстати, девочки в этом виде спорта соревнуются наравне с мальчиками. Разделений в конной стрельбе нет. В мишень попасть необходимо, передвигаясь исключительно галопом, так что замедлиться и дать себе шанс хорошенько прицелиться нельзя. Сложнее будет попасть в цель, потому что ты едешь на лошади, а не стоишь на месте. Поэтому лошадью управлять легче. Привела меня сюда моя сестра двоюродная. Я пошла за ней просто. А так было интересно. К тому же лошади меня притягивают. Конной стрельбой Даяна Наговицына занимается всего 7 месяцев, но уже готовится к своим соревнованиям. Говорит, что планы у нее расписаны на год вперед. К примеру, первые старты пройдут уже 10 мая в Якутске на университетском ипподроме. К слову, сама конная стрельба очень молодой вид спорта. Во всероссийский реестр его внесли лишь в феврале этого года. Но развивается он, можно сказать, галопом. Так, глядишь, дойдем и до уровня международных соревнований. Сарглана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.